времен каменного века и лодок, построенных из древесных стволов, искусство судостроения шагнуло далеко вперед. Сегодня никого не удивляют бороздящие речные и морские просторы железные гиганты. Как огромная масса железа может держаться на воде – вопрос второй. Главное, что флот – это отдельная часть жизни, где действуют свои законы и правила. На корабле работают, на корабле живут. СК или самоходный контейнеровоз – один из самых распространенных видов водного грузового транспорта. Это судно с двумя 8-цилиндровыми двигателями способно взять на себя более 2000 тонн груза. С одним из таких работяг СК-2027 мы вас сегодня познакомим. Попав на корабль, сразу не понимаешь, где находишься. Понятно, что такие суда перевозят тонны грузов, но ведь кто-то это делает. А делают это простые люди, которых, к слову, не так уж и много. Капитан, пару его помощников, 4 матроса, старший механик и кок, повар по-нашему, сухопутному. Вот, собственно, и вся команда. Во флот идут по многим причинам, но основная все-таки это романтика. Кто-то целенаправленно идет к своей цели, кто-то попадает во флот случайно. Хотя, как ни парадоксально это звучит, случайных людей здесь не бывает. Родился в Казахстане, где, в общем, рекой и не пахло, а прожил большую часть жизни в городе Чимкент, а там самая большая речка – это Качкарата, то есть, метров 50. Хотел на море, попал на реку. Ну и вся любовь. Принято считать, что корабль – это живое существо. Как и люди, он наматывает год за годом и проживает свою жизнь. Работает, создает свою историю. Я не знаю, какая у него своя история. Моя история, грубо говоря, по большей части связана с ним, потому что, раньше я работал, был помощником туда-сюда, это, естественно, не свое. Здесь я уже делаю то, что считаю нужным, то, что считаю правильным. И, соответственно, как капитан непосредственно, уже в должности капитана, здесь, как сказать, состоялся. Корабль мало чем отличается от обыкновенного дома. Единственная разница – материал. Этажи, которых бывает от 1 и выше, делают из металла. А вот здесь, на самом верху, находится рубка или капитанский мостик, кому как угодно. Именно отсюда происходит управление этой огромной машиной. Посмотрим, так ли сложно управлять этим СК, как кажется на первый взгляд. Все работает, стоит 2 пера руля, которые принимают на себя работу винтов. И, соответственно, проходит управление. Рули надо, то есть, опять же, учитывая специфику,
где-то подрезать под бакена, где-то рули заранее перекладывать, в зависимости от угла поворота, от скорости на данном участке, в зависимости от участка. Ну и, соответственно, опять же, как на машине, нету такого, что рулист катал в другую сторону, он сразу встает. Тоже, опять же, это все надо заблаговременно делать. Ну, в общем, нюансы свои, там, специфика своя, ее так в двух словах не передашь. Вверх по течению порожниковый СК с баржей идет со скоростью от 8 до 10 км в час. Вниз при полной загрузке, в зависимости от участка и метеоусловий, от 12 до 17. Скорость небольшая, однако, учитывая то, что нагружено на судно около 2000 тонн, управление таким гигантом превращается в искусство. В капитанской рубке нет привычного нам по фильмам большого круглого штурвала. Вместо него такой вот пульт управления. С помощью него капитан и задает курс судну. Ну, а если отвлечься от множества других тонкостей судоходного дела, то все достаточно ясно. Красный бакен должен быть всегда справа, ну а белый, соответственно, всегда слева. Мало кто знает, что лево и право на реке всегда постоянно. Когда идешь вниз по течению, то по правую руку у тебя будет правый берег, а по левую, соответственно, левый. А вот когда поднимаешься, то правый берег становится со стороны левой руки. Такова специфика, таковы правила судоходного дела. В сродни там отчасти есть схожесть с правилами дорожного движения. Ну, естественно, все движения регламентируются этими правилами. Мы практически ежегодно проходим проверку знаний не только по правилам плавания, но то есть квалификацию потерять не дают. Элементарно, что суда должны расходиться левым бортом, что судно, идущее снизу, первым подает отмашку, там, определяет сторону расхождения, ну, кроме плотоводов и скоростных судов. Ну, такие элементарные. Им легче управлять, чем на дорогах машиной? Судном? Допустим, машина у меня есть. Учился я на права 1,5 месяца. Ну, могу дать, попробуйте. Я думаю, сложнее. У машины на педаль нажал, она газует, на другую она тормозит. Все твердо, все хорошо. А здесь очень много факторов. Течение, свальное, прижимное, ветер, парусность и так далее. Там, метеоусловия. Короче, все влияет. Самоходные контейнеровозы предназначены для перевозки больших объемов грузов. Учитывая условия севера, они единственное транспортное звено, которое способно обеспечить питанием и горючим самые отдаленные уголки республики. Тонны груза толкают всего 2 двигателя. Двигателя на этом теплоходе стоят еще немецкого производства, то есть ГДР, которого сейчас уже не существует. Сейчас их даже уже и не делают. Это значит 36-я модель, надувная Букау Вольф. Это немецкое предприятие, которое где-то уже лет 10 назад прекратило. Ну, можно сказать, когда Германия воссоединилась. И, в общем, сейчас дизеля уже такие не выпускаются. Но еще Ленский флот, по крайней мере, процентов на 70 на них работает до сих пор. 550 лошадиных сил – это мощность у них. Ну, значит,
Двигателя, они считаются среднеоборотистые. На вал у них идет 500 оборотов. 500 оборотов на винт. Они считаются довольно-таки надежные. И они себя зарекомендовали, это очень хорошо. Очень хорошо зарекомендовали. И пока еще замены лично я не вижу, да, вот поэтому на них и работаем. На них работают и двигатели, как говорится, везут. Несмотря на почтительный возраст, немецкие дизеля достаточно редко подводят команду. По крайней мере, команду СК-2027. Такие СК, как мы, работают с большими баржами. Мы-то работаем, баржа маленькая, тысячная. То есть мы берем 2000. 1000 на себя и 1000 на баржу. А другие СК у них... То есть у нас, получается, стоят рули, а у них насадки поворотные. Из-за этого управляемость лучше, то есть переделали под насадки. Это. И у них они берут уже баржу 2500. То есть они, получается, берут где-то уже 3-3,5 тысячи. Принцип охлаждения такого двигателя сродни охлаждению радиаторному. Как и на автомобиле, здесь есть внутренний контур, и при помощи заборной воды двигатель охлаждается. У автомобиля охладителем служит встречный поток воздуха, но у корабля – вода из реки. В остальном отличие лишь в размере двигателя. Ну, у нас 8 цилиндров, на каждом по 2 клапана, 16, да. И вот ребята каждые 2 часа ходят, смазывают вручную, леечкой идут и смазывают. Есть такая же точно модель 36-я, но она была безнадувная первоначально. А потом в Германию заказали двигатель, чтобы был помощней. Двигатель без надува 400 был лошадей. И вот немцы навесили турбины на них. В принципе, ничего не меняя, ни распредвала, ничего. Они вот повесили турбины, и получилось где-то на 150 лошадей каждый двигатель стал помощнее. В теплую погоду во время стоянок двигателя останавливают. И для того, чтобы дом на воде продолжал полноценно функционировать, давать свет 220 в розетку, подавать воду в кран, используют вспомогательные дизельные генераторы. У нас один 50 киловатт, второй 70 киловатт выдает. Вот. Короче, на освещение и все электромеханизмы обслуживаются. Это вот с помощью генератора, потому что у вас, я смотрю, это большой дом. Здесь у вас и водоснабжение, и электричество. Все это делает вот этот маленький генератор небольшой. Ну да, вот этот генератор, да. Отопление у нас, котел, форсунка стоит. Ну, он чисто на топливе работает. Ну, его мы именно осенью в основном. Ну, конечно, когда холодно, уже запускаем котел. В принципе, градусов до минус 20 у нас здесь можно жить. До минус 20, да, когда пониже уже все. Причем генераторы запускают в самом начале навигации и не глушатся до самого ее конца. А это ни много ни мало полгода. Трудно представить, сколько тонн топлива требуется этой машине на весь навигационный период, если только за сутки судовые дизеля поглощают до 3 тонн соляры. Несмотря на суровые северные условия, суда, подобные СК-2027, выходят в плавание уже в начале-середине мая. На отстой же встают только в конце октября. Практически на все это время теплоход становится домом для команды. Навигация – это период, грубо говоря, от момента ледохода до момента ледостава. Для нас это момент, когда пошла река, объявляется навигационное положение, начинаются работы непосредственно навигационного характера по теплоходу. И, соответственно, где-то в среднем по деревне, в середине, в конце октября мы приходим в Якутск, в Жатай. И там уже сдаем судно на холодный отстой, зачистка. Это конец навигации. Кстати, ремонтируют корабль не только на суше во время отстоя. Косметический ремонт производится и во время навигации. У хорошего капитана даже самое дряхлое судно должно сиять на солнце.
Поэтому зачищают, шпатлюют, красят, короче, наводят лоск прямо в пути. На флоте нет понятия расписания или дежурства. Всякая работа на корабле называется вахта. Вахтенное время – это то время, когда человек занимается непосредственно выполнением своих обязанностей. То есть рулевые мотористы работают 4 через 8. Мы с механиком работаем 6 часов через 6 часов. Вот 6 часов работаешь, 6 часов отдыхаешь. Рулевые мотористы 4 часа работают, 8 часов отдыхают. У повара при оплате 8 часов она фактически работает с 7 утра и до 7, до 8 вечера. Чистота на теплоходе, на котором мы шли, изумительная. По палубе можно ходить босиком, не боясь испачкаться в моторном масле. И заслуга – это прежде всего Марины, Кока и по совместительству жены капитана. Или наоборот, жены капитана, а по совместительству Кока. Именно на ее плечах лежит ответственность за тепло корабельного очага. Я, допустим, с утра встаю, я готовлю завтрак. После завтрака я иду уже делать, везде влажную уборку. Все. Также и здесь, и в салоне. В принципе, после каждой, допустим, после завтрака, после обеда, после ужина я должна протирать это все. Соответственно, делаю. Правила на каждом теплоходе разные. И как на флоте, они, в принципе, каждый теплоход – это индивидуальность, поэтому капитаны разные, везде правила разные. Вот у вас какие правила? У меня какие правила? Чтобы чисто было, чтобы убирали за собой, когда меня нет. А так у меня никаких правил нет. Увидеть на корабле, шествующем по речным просторам, такие вот вполне земные растения, неудивительно. Грядки, теплицы с овощами – это скорее необходимость. На флоте даже хлеб выпекают сами. На флоте, наверное, мало женщин, которые не пекут хлеб. А так в основном все, наверное, все пекут. Во-первых, это дешевле, и потом свежий хлеб, он всегда на столе. Что касается корабельного меню, то ему может позавидовать любая хозяйка. Кухня на флоте – это вообще отдельная история, и команде нашего СК явно повезло. Меню как такового нет, но вообще, в общем-то, это все зависит от повара. Все, что я решила, конкретно мне меню никто не дает. Вот все, что я решила, я, допустим, готовлю. И, соответственно, смотрю, нравится там кому-то. Если не нравится, я уже это готовить, допустим, реже или как-то, или, в общем, что-то другое. И так постоянно каждый рейс мы закупаем продукты. У нас всегда свежие овощи. Зелень свою выращиваем, кстати. А так, нормально. Я думаю, пацаны не жалуются. В общем-то, у нас всегда салаты есть. А витаминоза не будет, это точно. Пирожки, свежевыпеченный хлеб, первое, второе и, как говорится, компот. Это каждый день. И каждый день меню разное. Макаронами по-флотски Марине отделаться не удается. Сама виновата. Балует. Что же касается распространенного утверждения о том, что женщина на корабле – это к несчастью, то на СК-2027 этому не то чтобы не верят, смеются. Ересь. Если все мужчины будут работать на теплоходе, есть мужчины по призванию, там, повара, да? Но мне кажется, у женщины это получается лучше. И ответственнее более подходит. У нас и третий помощник была женщина. Если бы у нас, допустим, не было бы меня на теплоходе, во-первых, и порядка, наверное, такого бы не было. И потом я всегда где-то кто-то придет, я кого-то рассмешу, развеселю. У нас всегда так вот, допустим, настроения нет. Я говорю, да ничего, нормально, говорю, навигация скоро закончится. Все вроде все довольные, все веселые. Так. А без женщины, мне кажется, все равно было бы. Хоть я и не молодая, допустим, по сравнению с пацанами, а все равно, мне кажется, я их поддерживаю.
Если у них что-то заболело, они все идут ко мне. Я вроде бы как и не медик, но тем не менее там где-то таблеточку, да, все нормально. Зачастую на корабле можно встретить семейные пары. Это нормально. Длительные навигации приводят к тому, что жены идут работать во флот, чтобы быть поближе к мужу. Я наглядный пример. Я жена капитана. Ну, дело в том, что я вообще раньше работала парикмахером, поэтому, а потом так получилось, что в Житае, допустим, работы нет. Вот, ребенок маленький, поэтому мне волей-неволей не с кем было его оставлять, я пошла на флот. И здесь все равно деньги зарабатываю. Зимой после навигации сразу иду в отпуск, а потом вот карты, по которым ходит теплоход, я их корректирую. Вот. В общем, вся зима у меня загружена, поэтому и лето тоже. Я и зимой на флоте, и летом на флоте. Сын Богдан ходит с родителями практически всю навигацию и нисколько не жалеет. Единственное, что друзей на корабле нет. Друзья-то у меня есть, только не здесь, а дома. Да, практически. Если, как бы сказать, если на пароходе, то там не скучно и хоть от друзей можно отдохнуть. Потому что бывало, что друзья надоедают. 5 лет хожу на пароходе. Где был? Ну, в Осетрово, в Ленске, в Пелитуе, в Якутске. Много где побывал. Простым людям может и не понять этой романтики, но для речников вода – это жизнь. Начало навигации они ждут так же, как и ее завершение. А когда корабли ставят на зимний отстой, вновь начинают мечтать о той самой профессии, которую любят. И несмотря на приближающуюся к Якутску железную дорогу, они уверены, что на их век речных рейсов еще хватит. Как думаете, вот с приходом железной дороги в Якутск, судоходство у нас тут на линии наверняка нет? Думаю, что нет. На верхней линии, может быть, но тоже не уверен. Просто мы не будем ходить сюда в Осетрово за грузами, а будем от Якутска их развозить по деревням, там, по улусам, наслегам и так далее. Осетрово вполне возможно останется пару причалов, а остальные зачахнут. Им сложнее в этом плане. Но это, опять же, мои домыслы, мои догадки. А нам, я не думаю, что станет хуже. Частникам ударит по карману крепко, естественно. То есть железнодорожный мост там наверняка будет, там автомобильный пару полос где-нибудь рядом. Так что паромщикам я имею в виду. В Якутске, в Максоголохе. Те пролетят. Путешествие по воде сродни путешествию на автомобиле. Это не самолет, на котором за 12 часов можно пересечь океан или континент, так ничего и не увидев. На корабле ощущается каждый километр пути, прямо чувствуешь, как меняется природа и растительность. Если вы по-настоящему хотите узнать родной край, то вам обязательно хотя бы раз в жизни нужно пройти по великой Северной реке.